учитывая то, что у нашего малого и среднего предпринимательства нет таких ресурсов и нет такой поддержки, которая есть у туроператоров, у которых есть огромный капитал, огромные финансовые возможности, они могут себе позволить взять в аренду большие крупные объекты размещения на территории Абхазии и, оплатив там 40-50% от реальной стоимости отдыха в этих объектах, разом оплатив эту сумму, да, они могут далее уже лавировать. Рекомендовать Кабинету министров ежегодно устанавливать минимальную цену на продажу турпакета. 19 июня сего года все руководство, не представители, а руководство крупных туристических операторов, я специально не называю их, те, о ком здесь говорят в Абхазии, что вот демпинг от них пришел, они все приезжают в Абхазию на 3 дня. У нас с ними будут встречи. У нас есть какие-то свое видение, о чем можем с ними говорить, договариваясь, чтобы не ущемлять интересы малого бизнеса. Курортный сезон 2025 начался с ложки дегтя, точнее с демпинга цен в объектах туристического размещения. Искусственное занижение стоимости туруслуг связан с выходом крупных игроков на абхазский рынок. В первую очередь туроператоров «Библиоглобус» и «Пегас Туристик». Они выкупают места в крупных отелях, а после формируют стоимость пакета, исходя из своих затрат на авиаперелеты, отели, трансфер. В невысокий сезон ценник может быть ниже себестоимости. В этом году отдохнуть в межсезонье в Абхазии предлагалось минимум за 10 тысяч рублей. Это за 5-7 дней. Надо ли говорить, что такие туры разошлись как горячие пирожки, даже среди местных жителей? Тем временем небольшие уютные отели и гостевые дома пустовали весь май, да и по июню, как говорят их владельцы, прогноз нерадостный. Эксперты говорят, малый и средний бизнес не может конкурировать с крупными объектами. Те могут поработать в ноль. Если не принять мер, может возникнуть кризис в туристической отрасли. Как избежать негативных последствий скидок и поддержать частный сектор? Давайте разбираться. Демпинг цен в туристической отрасли наблюдается в Абхазии не первый год, говорит представитель профсоюзов экскурсоводов «Абхазгид» Линда Ампар. В этом сезоне ценовой демпинг приобрел внушительные масштабы, чем вызвал волну недовольства людей, живущих исключительно за счет туризма. Уже сейчас, по словам эксперта, нужно приступать к разработке защитных механизмов против недобросовестной конкуренции. Да, эта ситуация возникла не в этом году и не в прошлом году. Я могу из последних данных, которые есть, это уже 3-й год так держится ситуация. Демпинг, он есть в данной сфере, есть в невысокий сезон. То есть это не говорит о том, что весь высокий сезон, начиная с июля месяца по сентябрь включительно, будут по заниженной стоимости реализовываться отдых на территории Республики Абхазия. Это не является истиной. Такая практика туроператорами реализуется именно в невысокий сезон, в межсезонье, определенные акции. Это, скорее всего, стратегия крупного туроператора, который имеет определенные договорные отношения с объектами размещения. Сейчас определенных рычагов воздействия на эту ситуацию, к сожалению, нет. Однако буквально больше часа, наверное, прошло с того момента, как мы встречались представителей бизнеса и определенных сообществ с действующим министром туризма Республики Абхазия. Все эти вопросы также ставились на данной встрече. Есть определенное уже видение, путь решения данной проблемы. В первую очередь это институциональная составляющая, это законы должны быть соответствующие. Для чего? В первую очередь это закон о конкуренции. Далее закон о туризме в Республике Абхазия, об этом также мы говорили неоднократно, он с 2005 года не менялся, и есть определенные понятия и категории, которые необходимо ввести в данный закон, и уже в последующем с помощью подзаконных актов можно будет регулировать ситуацию на рынке. И, конечно же, антимонопольное законодательство, которое является продолжением закона о конкуренции. Я считаю, что нужно относиться спокойно к этой ситуации и последовательно решать те проблемы, которые возникли на рынке. Это невозможно сейчас ситуацию разрешить в течение этого сезона, потому что все договоры и контракты, они уже подписаны, конечно же. Но на перспективу
База, фундамент – это закон. Проект этих законов должен быть написан, составлен с учетом мнения профессионального сообщества. Об этом мы сегодня также сказали во время встречи, озвучили, на что мы получили согласие со стороны профильного ведомства. И будем надеяться, что это будет работать. Демпинг не сегодняшний день, он и вчера существовал, начался, да, 2-3 года назад. Но, может быть, масштабы в этом году немного другие, поэтому такой резонанс? Возможно, я не хочу обманывать вас, возможно, масштабы изменились. Более того, нужно вот кое-что еще отметить. Вы знаете, даже я, который вижу, что творится вот у меня в своем отеле, я вижу, что каждый день люди добавляют, строятся. И дай бог здоровья тем, кто может, имеет возможность построить отель, расширить свои возможности и так далее. Но вот мне кажется, я так ощущаю, пока статистику не видел, но, как мне кажется, объектов размещения с каждым годом тоже становится больше, а увеличение количества туристов, не однодневок, вот нельзя путать, которые приезжают на экскурсию обратно, которые проживают, отдыхают у нас здесь, гостят хотя бы неделю, темпы разные. Мы строим быстрее отели, чем темпы увеличения туристов, которые отдыхают в Абхазии. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа готов обсуждать со всеми участниками туристического рынка проблемные вопросы и совместно находить пути их решения. У нас была поездка в Восточную Абхазию. Мы видели один из отелей, называется «Жемчужина Черноморская». Значит, в прошлом году эти люди под жесткую квоту отдали одному крупному туроператору свой отель. Значит, хозяева отеля хорошо заработали, сразу вперед деньги, все отлично. Теперь с точки зрения государства тоже все отлично, потому что, получив большие деньги, человек сразу проплатил все налоги. Вроде хорошо, правильно? Есть еще такое понятие, у нас его в Абхазии не любят как-то о нем говорить, мультипликативный эффект. Люди, когда заполненный отель, выходят на улицу, идут в кафе, в ресторан, магазин, берут экскурсию и тоже тратят деньги. И люди вокруг отеля тоже счастливы. Кто получается здесь в накладе? Небольшие отели, малый бизнес наш, да, абхазский, который мы не можем забыть. Это частный сектор. Я как раз сейчас к нему приду. Я вам сказал пока о плюсах. Более того, почему я привел пример Черноморскую жемчужину? Потому что в этот раз, когда мы туда приехали, я их спросил, как у вас с заполняемостью сейчас? Они говорят, в прошлом году мы работали с крупным туроператором, и у нас была заполняемость апрель-май 95%. Просто представьте, Ачамчира, апрель-май 95%. Сейчас 15%, но мы работаем без них. Мы сами работаем. А почему, говорю, так случилось? А потому что мы не сошлись в цене. Просили небольшую скидку. Мы не захотели, не согласились и получили 15%. Плохо это, хорошо, это их дело. Я не знаю. Теперь смотрите, что касается тех, кто страдает, так скажем. Да? Вот частный сектор, малый бизнес, небольшие отели. Надо сказать правду. Это люди, скажем так, опора абхазского государства в плане туризма, потому как именно они 20 лет назад, 25 лет назад от комнаты к комнате расширялись своими силами, строились. К большому сожалению, у нас не такое богатое государство, чтобы мы могли стимулировать, поддерживать эти проекты. Вот буквально пару лет назад появились какие-то программы по линии Министерства экономики, да, небольшие субсидии. Я не говорю даже не о кредитах, субсидии. Кредиты тоже очень дорогие. Скажем честно, у меня тоже что-то связанное, маленький отель свой, личный. Я знаю, как это тяжело, я знаю, как я его строил и как сложно сейчас нам всем, тем, кто в этой отрасли занят, когда мы говорим о межсезонье, об апреле, о мае месяце. Потому как буквально сегодня, вот я неделю, да, может, чуть больше приступил к своим обязанностям, каждый день утро начинается с вопросов демпинга, что с этим делать, какие цены, как рынок себя ведет, цены растут или нет, демпингуют ли крупные туроператоры, когда это заканчивается. И по нашим данным уже сейчас цены совершенно другие, не те, которые были неделю назад. Но, как мы видим, до 10 июня вроде как цены низкие, потом начинается уже обычный сезон, когда цены везде повышаются, и они примерно соответствуют тем же ценам, которые предлагают частный наш сектор, малый бизнес.
Депутат парламента Инар Гицба против радикального вмешательства государства в процессы, которые сегодня беспокоят участников туристического рынка. Тем не менее, механизмы регулирования необходимы. Он предлагает установить минимальные цены на услуги, которые будут покрывать все затраты и обеспечивать определенную прибыль. Иными словами, нужен минимальный порог цен. В этом году мы столкнулись с такой ситуацией, которой, может быть, в некоторой степени не были готовы ранее, да, но это связано, я это лично связываю с тем, что туристическая отрасль у нас в целом взрослеет. Заходят более крупные игроки, которые, ну, во-первых, учитывая их объемы, да, и их опыт работы на туристическом рынке, не только в Абхазии, как бы, а это крупные, такие универсальные, наверное, глобальные компании, которые, ну, определенным методом реализовывают свой продукт. Но учитывая, опять вот повторяюсь, что мы не были к этому немножко готовы, как бы заранее не подготовили условия для того, чтобы интересы наших более мелких предпринимателей, которые предоставляют туристские услуги, их интересы не были в какой-то степени ущемлены. Я, если честно, не большой сторонник прям радикального вмешательства в государство в такие процессы, так как все-таки наша экономика больше ориентирована на такой рыночный ход развития, но тем не менее какие-то механизмы регулирования и создания баланса между крупными игроками и более меньшего объема игроками на рынке и учета наших национальных предпринимателей, которые предоставляют туристские услуги, такие механизмы должны быть внедрены. И в этой части, вот, учитывая опять-таки тот резонанс, который возник ввиду продаж туристского продукта крупными туристскими организациями по очень низкой, скажем так, цене, которая для наших местных участников этого рынка является абсолютно неконкурентной, возникла идея внесения изменений в закон о туристской деятельности. Он у нас был принят в 2005 году с некоторыми изменениями, которые вносились позже, но у нас нет государственного регулирования цен, формирования цен на подобного рода услуги. И вот тут вот как раз-таки мои предложения заключаются в том, чтобы уполномочить Министерство по туризму мониторить ситуацию, высчитывать стоимость, минимальную стоимость и себестоимость турпродукта с учетом предоставления услуг и питания, экскурсионных различных, да, и рекомендовать Кабинету министров ежегодно устанавливать минимальную цену на продажу турпакета. Это выразилось в предложении включения в закон о туристской деятельности, во-первых, в понятийную часть такого понятия, как цикличный демпинг. Почему именно цикличный демпинг? Потому что необходимо в нашей ситуации, я считаю, учитывать еще и сезонность. И это будет такой вот более-менее, на мой взгляд, гибкий механизм, когда, условно говоря, государство может определить нижний порог, сказать, что там назначить цену туристического продукта не ниже хотя бы себестоимости, чтобы это было конкурентным для всех участников туристической индустрии. Вот, это одно из предложений. Кроме того, я не являюсь сторонником разработки именно в этой части какого-то там антидемпингового большого законодательства, да, потому что, ну, во-первых, это трудоемкая история, очень многогранная, там надо очень взвешенно и сдержанно подходить к таким процессам. А вот именно если внести соответствующие нормы в закон о туристской деятельности, это, во-первых, ну, как бы узкое направленное будет действие этого регулирования, и государство сможет тут уже как бы создавать равные условия для тех, которые вот занимаются реализацией туристского продукта. В данный момент эти предложения находятся, вот я отправил в Кабинет министров на получение заключения и видение Кабинета министров, после чего соответствующую инициативу будем регистрировать здесь в парламенте.
Инар Гицба надеется, что парламент не будет тянуть и успеет принять дополнение в закон о туристической деятельности до ухода на летние каникулы. Механизм принятия любого законодательного акта у нас вот хронологически имеет какие-то сроки определенные, да, это первое, второе, третье чтение зачастую бывает. Я планирую, что до того, как, по крайней мере, буду стараться и с коллегами обсуждать возможность принятия этих поправок до того, как парламент уйдет на каникулы летние. Но тем не менее, если мы успеем в этом году принять эти изменения в закон о туристской деятельности, дополнения в закон о туристской деятельности, то начать подготовку уже можно будет в этом сезоне к реализации данной законодательной инициативы. По сути, ничего сложного. У нас есть такой вот, может быть, не прямой, но некоторый схожий опыт в этой части, да, там регулирование различных тарифов, которые осуществляются Кабинетом министров на те или иные виды услуг или товаров. Как бы. Поэтому взять за основу тот опыт, который есть, просто его адаптировать к туристской деятельности. Инара, как отличить политику скидок, политику лояльности, да, вот, от демпинга? Как, они могут сказать, допустим, а у нас вот политика скидок, мы там социально ориентированная там компания. Демпинг – это, как я понимаю это понятие, целенаправленное вытеснение конкурентов и захват рынка, недобросовестное зачастую, да, путем искусственного занижения цен, даже зачастую в ущерб собственной прибыли, которая не предполагает добросовестную конкуренцию. То есть это именно вот такой вот рейдерский захват, если можно так выразиться, отрасли, как бы, да, недобросовестный. Поэтому в этой части, конечно же, государство должно принимать меры для того, чтобы обезопасить добросовестных участников рынка от подобных возможных нападений как бы на их интересы. В данном случае, с той ситуацией, с которой мы столкнулись сейчас, я бы ее не квалифицировал все-таки вот в классическом понимании демпинга, но это, как сказать, захват рынка все-таки, да, более крупными компаниями, туроператорами, которые так работают. Как бы, если сравнивать с той же Турцией. Почему за Турцию говорю? Потому что да, турист у нас практически одинаковый с Турцией, да, то есть это в основном Турция тоже предоставляет, как бы пользуется спросом у российского туриста, соответственно, у нас тоже. И если в Турции конкурируют уже вот эти вот глобальные турагентства между собой, то у нас и их количество там гораздо больше, чем у нас. Но помимо спроса турецким туристическим продуктом у российского туриста, также, конечно, там Турция пользуется большим спросом у европейского и у других туристов. Да? И вот они конкурируют уже между собой там. А сейчас мы видим, что к нам на рынок заходит один или максимум два таких вот крупных туроператора, которые ориентированы, конечно, прежде всего на свою прибыль, на свои интересы. Условно, он выкупает у ательера весь отель на год, и чем у него этот отель будет простаивать? Он за него уже заплатил, туроператор, он заплатил за чартер, да, то есть билеты у него выкуплены на самолеты, а учитывая тем более сейчас ситуацию с долгожданным открытием нашего аэропорта, да, и запуска, вот iFly, авиакомпания будет осуществлять сюда рейсы, которые, насколько мы сейчас видим, ориентированы как раз-таки вот под реализацию пакета туристического продукта. Вот, и этот туроператор смотрит и видит, что чем у него будет простаивать в мае, условно говоря, отель вообще без людей, лучше он его продаст за там, номер за 33 рубля или 88 рублей. Да. Во-первых, он все-таки там может на каких-то косвенных услугах заработает деньги. Во-вторых, он заработает имиджевые
дивиденды, как бы, да, там вот мы видели, что этими дешевыми горячими турами как бы воспользовались известные блогеры, число подписчиков у которых там очень большое, да, и вот они рассказывают о том, что вот с таким-то туроператором они приобрели такой-то дешевый тур в такую-то красивую страну Абхазии, и, ну, это реклама. Линда Ампар также полагает, что одной из форм борьбы с нечестной конкуренцией может стать установление ценового порога на турпутевки. Само собой, с учетом сезонности, инфляции и классификации гостиницы. Существуют различные механизмы. Одним из этих механизмов является установление минимально допустимой цены на предоставляемый пакет либо услуг, либо товар. Но если мы говорим в целом о демпинге. То есть порог. Да, это в зависимости, эта цена устанавливается в зависимости от сезонности. Цена должна устанавливаться определенной комиссией, которая формируется в профильном ведомстве. И в состав этой комиссии я сейчас озвучиваю тот опыт, который есть, в принципе, у многих стран, в том числе и в Египте. Формируется определенная комиссия, которая ежегодно с учетом инфляции, то есть ситуации, которая есть на рынке, устанавливает минимальный порог за определенный номер отеля определенного класса. И опять же мы возвращаемся к закону, то есть в рамках закона о туризме Республики Абхазия должна быть введена классификация объектов размещения, и потом уже в зависимости от этой классификации каждый гость будет понимать, что это отель такого-то определенного класса, и он будет стоить минимум в этот период там столько-то рублей. Учитывая то, что у нашего малого и среднего предпринимательства нет таких ресурсов и нет такой поддержки, которая есть у туроператоров, у которых есть огромный капитал, огромные финансовые возможности, они могут себе позволить взять в аренду большие крупные объекты размещения на территории Абхазии и, оплатив там 40-50% от реальной стоимости отдыха в этих объектах, разом оплатив эту сумму, да, они могут далее уже лавировать и работать так по определенным акциям, как им удобно. И потому тут нужно очень аккуратно подойти к этому вопросу. Закрыться от мира мы не можем, естественно, но нужно проработать правила игры для того, чтобы соблюдались условия конкуренции. Это самое главное в этом вопросе. Потому и с порогом цен можно обсудить, посмотреть, либо тот процент номеров по жесткой броне, который может на себя взять туроператор. То есть это все нужно обсуждать с экспертами, которые работают непосредственно на этом рынке и, естественно, с учетом интересов государства. По поводу порогов, да, я видел этот документ, он обсуждается и у нас в коллективе, и мы с ательерами обсуждаем эти вопросы. Скажу вам так, опять же, это, хотите вы это слышать или нет, это вход в рыночную экономику государства, которое старается кого-то заставить не продавать или продавать дороже, дешевле. Ну, законы рынка так не работают. Нельзя этого делать вот с этой точки зрения. Другое дело, мы хотим, еще раз вернусь, к будущему сезону подготовить владельцев крупных объектов, которые сдают, да, под жесткую квоту вот, туроператорам отели, чтобы они, как рекомендацию Министерства туризма, будет рекомендовать в договорах прописывать суммы, ниже которых желательно не сдавать эти номера. Это, опять же, я говорю, это все рекомендация. По сегодняшнему, там, скажем, закону нам особо никто не подчиняется. По этой причине в новом законе о туризме будет много чего прописано. И, может быть, в новом законе о туризме будет не рекомендация, а что-то более действенное для того, чтобы, когда человек сдавал свой отель крупному туроператору, там был какой-то порог прописан, ниже которого нежелательно сдавать, значит, отель. Это первое. Второе, мы, конечно, опираемся на всех тех людей, которые заняты в секторе туристическом. И буквально сейчас я вернулся со встречи с нашими туроператорами, которые занимаются туристической деятельностью в Абхазии. И у них много предложений, у них много вопросов сложных, которые нужно решать. И все как один сошлись в том, что все это нужно отразить в новом законе о туризме, который просто необходим. Назрело давно это время это принять, но, к сожалению, вот время тянулось. Очень надеюсь, сегодня буквально дал поручение, что в ближайшую неделю
Мы отработали свои наработки, видение, что мы хотели бы видеть в этом законе о туризме. Затем мы будем согласовывать с кабинетом министров, с коллегами из парламента. Очень верю в то, что к следующему году у нас будет новый закон о туризме, где мы эти вещи отразим обязательно. Более того, поднимаются вопросы об антимонопольном законодательстве. В свою бытность депутатом 6-го созыва я тоже эти вопросы поднимал. Надеюсь, что, наверное, созрело, время пришло, понимаете. Мы тогда говорили явно не о туризме. Но сейчас и уже и в туристической сфере надо регулировать вот этим законодательством антимонопольным. По информации министра туризма, в этом месяце ожидается приезд в Абхазию руководителей крупных туроператоров России. Он намерен обратиться к ним с предложением бронировать часть номерного фонда в небольших гостиницах. 19 июня сего года все руководство, не представители, а руководство крупных туристических операторов, я специально не называю их, те, о ком здесь говорят в Абхазии, что вот демпинг от них пришел, они все приезжают в Абхазию на 3 дня. У нас с ними будут встречи. У нас есть какие-то свое видение, о чем можем с ними говорить, договариваясь, чтобы не ущемлять интересы малого бизнеса, среднего, вот скажем так, людей частного сектора, да, которые сдают жилье, сдают мини-гостиницы. Формула, одна из идей такова. Значит, вот в это же межсезонье, когда они продают, это называем мы демпингом, для них это горящие туры, вот за копейки. Вы знаете, примерно та же ситуация в Турции, только там это называют горящей путевкой. А мы почему-то говорим 300 рублей в сутки, 100 рублей в сутки. Там никто не считает, сколько жилье стоит. Есть понятие путевки, куда входит перелет, проживание и так далее. Вот логистика вся и так далее. Да, трансфер. Все это делает этот крупный туристический оператор. Он, скорее всего, и мы подозреваем, а в некоторых случаях знаем наверняка, зарабатывает на том, что у этих крупных компаний есть свои самолеты, есть, значит, договоренности с РЖД и так далее, где у них себестоимость поездки копеечная. Они зарабатывают на этом, но продавая как путевку. Но здесь, как для рекламы, они говорят 200 рублей, 100 рублей в сутки. И здесь, вот, понимаете, возникают вопросы. Безусловно, это, конечно, конкуренция. Конечно, нашим людям тяжело конкурировать с крупными компаниями, которые, бюджеты которых сопоставимы, наверное, отчасти с бюджетами нашей страны. Возможно, и так. Но еще раз говорю, мы не хотим быть безответственными перед своими гражданами. Мы будем выстраивать так работу для того, чтобы найти золотую середину, чтобы не ущемлялись права вот этого малого бизнеса. Проблему не решить в приказном порядке, убежден Астамур Логуа. Кто может потребовать от независимого туроператора регулировать цены? Рынок диктует правила игры, но и оставлять все как есть государство не может. Была практика раньше, когда эти операторы покупали, договаривались и с небольшими частным сектором, то, о ком мы сейчас говорим, с небольшими отелями. Вот для них небольшой отель – это сколько койкомест? Вот сейчас я к этому вернусь. Раньше они работали и с отелями, где 10 койкомест, где 20 койкомест и так далее. Сейчас они отказались. Потому что появились вот эти большие, скажем так, гостиницы, где есть бассейн, где обязательно должен быть завтрак, а оказывается, есть наши ательеры, которые не хотят организовывать завтрак. Это тяжело, сложно, и не хотели бы этим заниматься. Так вот, мы хотим, обманывать никого не нужно. Сейчас сезон уже начался. Надеюсь, что с 10 числа эти вопросы все снимутся по демпингу цен, потому что они уравняются, как мы видим. Но к следующему сезону, проговорив и с туроператорами, проговорив и с нашими ательерами, особенно небольшими, частным сектором, чтобы найти вот эту середину. Какая она может быть? Допустим, представим себе, чтобы попросить выйти с предложением к туроператорам, бронировать и частный сектор, небольшие отели в том числе. По той же схеме, по которой обязать мы никого не можем, внести предложение. И думаю, на такие предложения будут откликаться. Я очень на это надеюсь. Потому как невозможно, еще раз повторюсь, сказать, что это нам невыгодно, крупные туроператоры, которые привозят большое количество людей, еще и в межсезонье.
Мы не можем сказать, что это нам невыгодно. Но мы не должны, если так, дать в обиду, да, наш частный сектор, людей, которые своим трудом, зачастую все это делалось в долг, и до сих пор люди улучшают условия, строят что-то, стараются подготовиться к сезону. Мы не должны сделать так, чтобы они пострадали. Это достаточно тоже опасный ход, так скажем, потому что если мы будем подсаживать, так скажем, на иглу туроператора еще и мелкий и средний бизнес, то к чему мы придем? Мы должны формировать свой турпродукт абхазский. У нас есть свои туроператоры, которые могут также формировать и реализовывать турпродукт на рынке абхазском. Но, к сожалению, у них нет таких финансовых возможностей, нет такой поддержки государственной. Кстати, до 2025 года, если мне не изменяет память, на территории Российской Федерации работала программа для туроператоров, которым возмещали часть убытков, которые они несут в результате таких вот акций, которые они проводили, да, либо там каких-то обстоятельств, которые сказывались на прибыльности того или иного туроператора. Ну, понятное дело, у нашего государства таких возможностей нет, но, опять же, повторяюсь, государство может создать такие правила игры на рынке, благо есть на это ресурсы и возможности для того, чтобы и защитить и наших туроператоров. Это одно. Второе, что хотелось бы отметить, конечно, владельцам отелей легче всего договориться с туроператором, получить свою прибыль и быть спокойным. Да? Вот под ключ сдал, и заполнен отель, не заполнен, он в любом случае получит свои финансовые дальнейшие возможности, да, которые он может использовать на развитие отеля, либо на какие-либо иные личные цели. Но это есть, по мне, путь в никуда. Каждый владелец отеля должен понимать, что это потом впоследствии приведет к тому, что ты будешь полностью зависим от того туроператора, который, в принципе, будет формировать, ну, таким образом, если будут работать все отели, крупные гостиницы, тогда весь турпродукт будет формировать туроператора, который обладает уже такими возможностями. То есть переориентироваться потом сложно будет? Конечно, будет очень сложно, потому что уже полностью и на определенных сайтах, и это уже, конечно, большая работа и в плане маркетинга, это все будет строиться не на территории Абхазии, вся работа. И ты окажешься просто, если, не дай бог, да, туроператор завтра поставит тебе какие-то определенные условия, которые тебе не совсем удобны, тебе придется их принять, потому что ты иначе останешься без своих отдыхающих, которые приедут отдыхать к тебе в будущем. Отели в низкий сезон предлагают скидки и акции для привлечения гостей, а компенсируют низкие цены в высокий сезон за счет полной загрузки и дополнительных услуг. И учитывая объем этих туроператоров и как бы их крупность, то они могут себе позволить там в мае продать по такой низкой цене, чтобы потом уже там в июне, в июле, в августе поднять цену и компенсировать некоторые недополученные как бы дивиденды в горячий сезон. Такая же ситуация, кстати, которая сейчас обсуждается там, с очень низкой стоимостью отдыха в отелях и гостиницах крупных, да, которые работают с крупным туроператором, который на сегодняшний день представлен в Абхазии, складывалось и в Сочи парк отелей, и на Красной Поляне. Это была ситуация, которая вот очень смущала и ательеров сочинских. Но, однако, несмотря на то, что у них есть законы конкуренции, антимонопольное законодательство, насколько мы знаем, никого не наказали, и прекрасно эти акции проводились и проводятся. То есть там ничего не изменилось? Насколько мне известно, все так же, в принципе. Ну, некоторые ательеры вообще по отзывам считали, что это, в принципе, не так уж и опасно для рынка, но некоторые были насторожены вот в этом плане, потому что они просчитывали свои убытки и простои. Эксперты прогнозируют, в высокий сезон ситуация с ценами выровняется. Но чтобы избежать повторения и не оставлять мини-отели в минусе, уже сейчас надо думать, как ограничить желание туроператоров жонглировать скидками. Я думаю, в любом случае, как бы каждый ательер найдет своего туриста, найдет своего клиента, так скажем, но опять фон, который создается, и тревога, которая возникает в связи с тем, что вот как бы, да, там происходит такой вот
для них, на их взгляд, неблагоприятные условия для возможности конкурирования. Ну, конечно, тут нужно очень к этому внимательно отнестись. Ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему, потому что сегодня то, что мы проигнорируем, завтра может привести к очень таким неблагоприятным последствиям. Опять подчеркну, что такого радикального, мне кажется, участия государства и каких-то принудительных, серьезных мер или каких-то там наказаний, это не методы работы рыночной экономики, но тем не менее, конечно же, нужно реагировать. Впрочем, практика искусственного занижения цен сложилась не только в объектах турразмещения, но и на экскурсии, говорит Линда Апар. А играют ценами иностранные экскурсионные организации. Сейчас активно обсуждается демпинг именно в гостиничной сфере. Но почему-то мы забываем про экскурсионную сферу, про трансфер. Там тоже имеет место демпинг, потому что если мы говорим здесь в гостиничной сфере об одном крупном туроператоре, который предлагает весь пакет услуг, можем так рассмотреть. Но мы можем рассмотреть также и представителей среднего предпринимательства, иностранные компании, которые также могут демпинговать. Каким образом? У них есть возможность приобретения транспорта, лизинг, либо получения кредита, и они могут играть ценой, как им вздумается. К сожалению, местные компании таких возможностей не имеют, и потому им приходится подстраиваться под рынок. На сегодняшний день очень многие экскурсионные организации жалуются на то, что цены на транспортные услуги возросли, учитывая то, что транспорт, который на сегодняшний день обслуживает экскурсантов, это транспорт, который арендован, это не личный транспорт. На личный транспорт финансовых возможностей у экскурсионных организаций многих нет. Аренда транспорта возрастает, учитывая то, что демпингуют эти компании, которые могут себе позволить по заниженной цене обслуживать туристов. Кстати, потом у них возникают дополнительные, как сказать, потом дополнительная оплата, да, возникают какие-то дополнительные услуги, которые впоследствии нужно оплачивать, и потом это отражается на отзывах. Линда, можно прогнозировать, что все же со временем на рынке туруслуг останутся крупные компании, а частный сектор уйдет на нет? Нет, я не думаю, что будет такая ситуация. Ну, по мне, нужно понимать, какая стратегия у того туроператора, который проводит такие, так скажем, акции. Да? Нужно понимать, какая у него стратегия. Если у него стратегия разработана таким образом, чтобы в невысокий сезон компенсировать простой определенный, да, и по заниженным ценам, которые ниже себестоимости на 20-30% реализовывать номера, это одна стратегия. Если стратегия направлена на вытеснение малого и среднего предпринимательства, это уже, конечно, плохо. Но об этом можно, знаете, долго рассуждать. Это покажет время, но мы не можем надеяться на то, что будут добросовестно настроены все предприниматели, которые заходят на рынок. И поэтому государство тут, конечно, должно вмешаться в экономику и устанавливать те правила игры, которые устроят всех участников рынка. И в первую очередь, конечно, нужно поддерживать малое и среднее предпринимательство, малый и средний бизнес, национальный в первую очередь, потому что это основа нашей экономики. На официальном сайте туроператора Библиоглобус цены на путевки в Абхазию выше майских. Оно и понятно, растет спрос и ситуация стабилизируется. Но тут другая история. По некоторым наблюдениям, гостиничный бизнес стал заметно теснить частный сектор, потому как турист все чаще хочет отдыхать там, где все включено, а не в семейных домах, без завтрака и бассейна. Тому, кто живет исключительно за счет туризма, придется туго. Как подчеркнули в Минтуризме, задача государства сделать отдых в Абхазии привлекательным, безопасным, конкурентным, чтобы туристов хватило на всех.